Таджикистане может появиться китайская военная база. Прошла встреча министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ. Уйгурская правозащитница. Почему мусульманские страны молчат по поводу геноцида уйгуров? Report notes within the next decade, China is on course to expand its ballistic submarine fleet and field more capable and longer-range sea-launched ballistic missiles, complete development of its nuclear-capable air-launched ballistic missiles and field. Китай рассматривает Таджикистан как одну из стран для будущего размещения своих новых военных баз. Об этом упоминается в ежегодном докладе Министерства обороны США для членов Конгресса. Китайская Народная Республика, похоже, изучает в качестве мест размещения своих военно-логистических объектов Мьянму, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Пакистан, Шри-Ланку, Объединенные Арабские Эмираты, Кению, Сейшелы, Танзанию, Анголу и Таджикистан, сообщается в 200-страничном несекретном варианте документа. Как следует из отчета, целью Пекина американские эксперты считают стремление КНР стать более влиятельной мировой державой за счет расширения базовой инфраструктуры армии и флота за рубежом. В докладе также утверждается, что Пекин в ближайшие 10 лет планирует вдвое увеличить свои запасы ядерных боеголовок. Before tensions deteriorated. But of course, when you're shouting at each other, then that makes agreeing to do anything that much harder. Наблюдатель отмечает, что такие заявления Пентагона могут быть обусловлены нынешней политической стратегией США по отношению к Китаю. Но вероятность размещения китайских военных баз в Таджикистане все же на самом деле очень высока, учитывая интерес Китая к региону, пока что обусловленный экономическими проектами, которые Китай будет защищать, и готовность центральноазиатских правителей на все ради сохранения власти и пополнения личных офшорных счетов. Также не нужно забывать, что некоторое количество китайских военных уже присутствует на территории страны. Напомним, что в феврале 2019 года в СМИ появилась информация о присутствии китайской военной базы на территории Мургабского района Горно-Бадахшанской области в нескольких километрах от границы с Китаем, о чем свидетельствовали спутниковые снимки. На котором советские войска остановили врага. В подмосковной Кубинке 4 сентября прошла встреча министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, Организации договора о коллективной безопасности и Союза независимых государств. Встреча представителей этих трех организаций впервые прошла в таком формате. Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу по результатам встречи. Предложено совместные задачи по борьбе с терроризмом отработать в конце сентября на стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», сказал Шойгу по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ. Министры приняли на заседании совместное коммюнике, в котором отмечается, что борьба с международным терроризмом и экстремизмом остается приоритетом. Об этом сообщает издание «Коммерсант». В совместном коммюнике глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ борьба с терроризмом и экстремизмом названа приоритетом. Отмечается, что две страны-участника этой встречи – Азербайджан, страна-участник СНГ, и Индия, страна-наблюдатель в ШОС, заявили о том, что военные этих стран не будут принимать участие в совместных учениях «Кавказ-2020». Мы видим, что происходит на западной границе Республики Беларусь, где НАТО, усиливая военное присутствие, активно пытается влиять на политическую ситуацию в стране. К сожалению, все более вызывающими становятся попытки стран НАТО демонстрировать свою военную силу у границ Российской Федерации в регионах Черного и Балтийского морей. Примечательно, что такой формат встречи проводится на фоне белорусских событий и общей нестабильной ситуации в большинстве стран-участников встречи. I am very frustrated
I keep talking about the same thing. I feel like broken record. Уйгурская активистка и правозащитница, основатель и исполнительный директор некоммерческой организации Campaign for Uyghurs Рушан Аббас опубликовала на YouTube-канале Campaign for Uyghurs YouTube Channel видеообращение с требованием к организации Исламская конференция и другим мусульманским странам, чтобы они отреагировали на то, что делает Китай с мусульманами в Восточном Туркестане. В видеообращении она говорит: Today, the world continues to turn a blind eye to the genocide that Communist China is perpetrating against Uyghur Muslims. Uyghur police are dismissed and discredited. By virtue of this faith, millions of Uyghurs are imprisoned in concentration camps. Our religion is outlawed. Our organs are harvested. Our hair is sold. Our people are facing genocide. Аббас выражает наибольшее сожаление по поводу разницы между реакцией мусульманских стран и немусульманских. Как известно, если немусульманские страны хотя бы устно выражают несогласие с преступлениями Китая, то мусульманские страны даже редко остаются нейтральными. Большинство либо оправдывают, либо даже поддерживают преступления китайских колонизаторов. You hear the cries of agony from the millions facing brutality, from the children who scream out for their parents, the sobs of women who were raped, sterilized, and forced to abort. Still, the most deafening is the silence from the world community, in particularly from our Muslim brothers and sisters. The Gulf states remain indifferent to this genocide because of China's Belt and Road Initiative, accompanied by short-term economic profits. But in the end, China will be the only one who truly benefits. China will do unto all Islamic countries what it is doing to East Turkestan, enforce atheist communist ideology and the kill of Islam. Pakistan naively sees its ties to China as mutually beneficial. This is folly. It's becoming China's colony. As the Chinese language is taught at schools and the Chinese military are seen on the streets of Pakistan, it's clear what's developing. The CCP is turning Islamic countries into their puppets with their mouths, eyes, and ears covered by China's blood money. The people of these nations are our Muslim brothers and sisters, and their silence stabs our hearts. We plead with the Ummah to take up the cause of saving Uyghur lives and concurrently protecting Islam from China's war on religion, China's war on Islam, as is our obligation as Muslims. Don't abandon your Uyghur Muslim brothers and sisters. Напомним, что многие правители мусульманских стран поддержали политику Китая по отношению к оккупированным мусульманам в Восточном Туркестане ради продолжения экономического сотрудничества с Китаем. Так, например, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман в ходе визита в Пекин полностью поддержал Китай в геноциде мусульман. Саудовская Аравия твердо придерживается политики одного Китая. Мы уважаем и поддерживаем право Китая проводить политику борьбы с терроризмом и экстремизмом для защиты национальной безопасности, заявил наследный принц 22 февраля 2019 года во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В июле 2019 года перед заключительным заседанием сессии Совета ООН по правам человека представители 37 государств подписали инициативное письмо России, поддерживающее и оправдывающее действия Китая в отношении уйгуров. Причем среди подписавшихся были представители Саудовской Аравии, Сирии, Пакистана, Омана, Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Таджикистана. For 1 million Muslims currently being detained in camps and persecuted because of their religion by China.